И пусть праздничная дата позади, но благодарность ветеранам у этих ребят навечно в сердцах. Посадить деревья для них – приятные хлопоты. Международную акцию «Сад памяти» уже по традиции отмечает масштабно. Посетил мероприятие и глава Республики Ингушетия. Махмуд Али Калиматов поблагодарил всех волонтеров и обратился с напутственными словами. У нас ведь считается, после Прохоровки, это Курская дуга, последующем, то самая большая битва была у нас в Малгобеке. Они рвались к нефти Малгобек. В последующем прямая дорога к нефти Грозного тогда. После Грозного прямой путь в Баку. Они шли за топливом. Сегодня мне приятно всех вас видеть. И потом, молов даен гяни, дал халышна халыш козмеис. У нас город должен озеленяться, целом республика. Вот уже третий год по всей стране появляется все больше зеленых саженцев. Сад памяти – место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам. Это не просто акция, а закладывание новой традиции, которая призвана сохранить подвиг предков в веках. Республика Ингушетия передает эстафету. Сегодня должны еще передать эстафету. Нам ее с Курска Ярославля передал нам. А теперь мы должны передать нашу эстафету сегодня Удмуртской республике. После Махмуд Али Калиматов лично открыл акцию и посадил свое дерево победы. Опыт старших тут же перенимает и младшие. Рабия Дидигова еще школьница. Уже совсем скоро ей предстоит сдать главный экзамен в своей учебной жизни. Несмотря на плотное расписание дополнительных занятий, девочка пришла сказать свое зеленое спасибо. Во-первых, это способствует озеленению нашей республики Ингушетия. А во-вторых, каждое посаженное дерево, оно посвящено защитникам нашей Родины, нашей республики, которые участвовали в битве во время Великой Отечественной войны. Ну и хочется сказать огромное спасибо ветеранам, благодаря которым я живу в это прекрасное мирное время. Международная акция «Сад памяти» инициирована в 2020 году в память о 27 миллионах советских солдат, погибших в годы Второй мировой. Более 21 тысяч ушли на фронт добровольно и свыше 6 тысяч не вернулись. Республиканский экологический праздник организован Министерством природы при поддержке Комитета по делам молодежи. Цифра связана с количеством ушедших на фронт людей, то есть именно такая подвязка и фигурирует. Каждый регион получает собственное количество саженцев, которые они должны высадить в зависимости от того, сколько людей пошло на фронт и воевало в рядах Великой Отечественной. Мероприятия начались в преддверии Великого Дня Победы. На этот раз участники всероссийской акции «Сад памяти» поставили перед собой задачу не из легких. За этот день они должны высадить здесь около 800 саженцев, а это липы, тополи, березы. Каждая территория поделена на зону посадки. Это, к примеру, 6-я. Она закреплена за юноармейцами. Вот почему ты решил принять участие в акции? На самом деле в этой акции я уже участвовал не первый раз, и у меня было огромное желание в ней поучаствовать, так как я могу принести большую пользу для нашей Ингушетии. У тебя кто-нибудь воевал из родственников? Мой прадед Хазбиев Абукар служил в тылу, и это дерево я хочу посадить ему. Выкопать ямку, посадить саженец и придавить грунт – это лишь на первый взгляд сажать деревья легко. Здесь важно еще и соблюсти технологию, чтобы дерево прижилось на новом месте. Тамара Кадуева в этом деле уже спец. В нашей школе мы посадили деревья, около 30 штук, в рамках акции «Сад памяти». Я решила принять участие в республиканской акции. Сколько ты уже посадила деревьев? 2. В завершении состоялась самая приятная часть для активистов. Махмуд Али Калиматов лично наградил лучших волонтеров. Урусхан Барханулов примкнул к эко-волонтерству уже давно. Парень начинал с активиста молодежного совета Карабулака. Провел десятки добровольческих акций и уже сейчас возглавляет Республиканский молодежный совет. На счету не 10 мероприятий, но этой награде рад больше всего. Конечно, рады получить такую награду. Это внимание для молодежного совета. Это не именно для меня внимание, а именно для нашей команды внимание, что знак того, что мы показали свою работу, показали себя и
конечно, получить такую награду. Первая международная акция состоялась в 2020-м и была приурочена к празднованию Года памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной. Она охватила всю Ингушетию – Сунжу, Нестеровское, Троицкое, Малгобек, Магаз и даже Датых. География обширна. Принять участие в акции может любой желающий и у себя дома. Для этого достаточно посадить дерево и выложить фотографию с одноименным хэштегом в социальной сети. Хава Гагиева, Рамзан Зурабов, Новости 24.